Мобилы, блядь, Авиа, Эстела, FU, блядь, вся хуйня собралась здесь, блядь. Ну да, вы. Здесь сеть хорошая, у меня 8-9 пока. Даже сон какой-то снился. Буквально секунд 10. Еще в целую группку залезть. Нет. Ну это, Гарену гору.
Ну я почему-то в имитации пошел. Хотя мы выставили, ждали. Через наушник студию. Мы выставили, все ждем. Ладно, Сыпется, иногда сыпется, есть проблемы. Ну ладно, я на связи, если что. Я в смысле по видео буду выходить? Камович, становись, ты включение. Передайте звукарям, что у нас на втором канале. Раз. Алло. Передайте звукарям, что у нас на втором канале. Окей, спасибо. Я висю. Но я студию слышу, если что. А? Саня, спроси, мне шапку снять? Я не спрашивал. Менее похож на сирийца. Да. Вы придите только что рюкзак номер 3 там как-нибудь. Саня, где-то секунд 40, наверное. 40 Да, скажи, рюкзак 3. Ну ладно. Уже не можно, у нас уже показывают. 10 секунд, смотри.
беженцы, у нас это последний из тех, кто остался, они несут сюда свои вещи, то есть все пожитки, они действительно настроены серьезно, расположились вот здесь, прямо рядом с пропускным пунктом. Кроме того, поляки также наращивают свои силы здесь, и военные, и полиция, прибывают новые машины, мы видели водомет. Кроме того, сейчас поляки включают звуковые записи, где предупреждают беженцев, что переходить границу бесполезно, что они готовы применить силу. Здесь также постоянно патрулируют вертолеты, к сожалению, опять его нету, но я думаю, что в ближайшее время он появится. Если сначала это была, как я уже говорил, такая молчаливая перестрелка глазами, сейчас мы иногда слышим определенные крики женщин, детей, на что, собственно, поляки реагируют, как обычно, молчанием. Также добавлю, что там среди людей работают мои коллеги из агентства теленовостей. Мы заняли такую позицию повыше, чтобы показывать вам общую картинку. Ну и, наверное, какие-то новые подробности уже в ближайшее время мы вместе с коллегами вам расскажем. Ага, сейчас возьму. Сейчас воткну. Да, вот такое. Ну это максимум. Да. Хорошо. Да, я тебя услышал. Да, держи. В чем я тут опять?
Там зарежу, там смотрю. Не, Сань, смотри сам, ты как бы... Да? Там, да? Не, ну вот здесь, он видит, в конце. Нет, там прикольно, что сам что он там сначала едет. Ну, короче, да, тебе правильно? Саша, смотри. Сказали, что-то набирать сейчас? Саша, ну нам надо что-то набирать? Ну, тоже не набирать. Зачем? Потом что скажешь, что стояли и там. В идеале связаться с режиссером, говорят, допустим, подошли бы туда, быстрым планом, посмотрели, сказали, пойдем все снимать, как у нас там. Я так посчитал, что наверное,
лезут, но, по крайней мере, вот как раз водомет, я так понимаю, да, зацепит. Мне это важно, чтобы водомет был. Привет, мамулечка, очень занят. Я сейчас на границе работаю, да, я что-то включался. Я бы включался где-то полчаса назад. Вот. Ну, и, наверное, на 3 часа тоже подключился. Не, ну как бы для нас все спокойно, не переживай. Спали 3 часа, нам звонят, что все, ну и все.
официанту. Здорово. Ну-ну-ну. Так мы и в 14, и в 15 включаемся. Мне не принципиально, так сказать. Ну, спроси у Колина. Едете в 14, в 15.
И не туда, я не еще сюда. Чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Студия, меня слышно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Уже как слышно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 34. Если они еще начнут давать, то если получится, насчет конструкции, что они опять начинаются в новом месте лагеря. Засовывай там, я не знаю.
там с собой горячим. Сейчас горе. Ты уже других камер посмотрел. Что такое стык, по-моему, с горем идешь. А я сейчас тебе попробую что-нибудь рассказать. Здравствуйте, студия. Здесь вы контрольно-пропускного пункта Республика Польша. Сейчас происходит так называемое, самое настоящее спали на голой земле, бежали со своих стран, которые были разрушены, в составе что-то традиции какие-то, уничтоженные дома, уничтоженные территории. А, ты через пару информаций видишь. Он лирику идет, я понял. Он хорошо, мне прочь. Что-то какие-то водометы, 2 водометные пушки пропискали. Ситуация какая-то усиливается. Ну, дают сообщения на разных языках, на арабских, на английских. Версия говорит, что они нарушают закон. Мы не хотим в Беларусь, мы приехали в Европу, пропустите нас. Дайте нам гуманитарный период. Но Польша дает угрозы через своих говорителей для усиления военной части. Люди разместились прямо на бетоне. Короче, они хотят попасть в Европу. Сидят на бетоне, некоторые спят. Ты можешь говорить про костры, я наеду вон там. Да, я Мы следующие. Становись. 10 сек. Внимание. Это сейчас на подводку тебя подводить. Приветствую, студия. Несмотря вот на отдаленность от места событий нашей съемочной группы, можно смело сказать, что обстановка накаляется. Чему, собственно, способствуют и польские силовики, про что говорили мои коллеги, постоянно звучат сообщения из громкоговорителей.
на что постоянно со стороны беженцев звучат призывы, крики о том, чтобы их пропустили, призывы и просьбы, мольбы о помощи. Что же ответили поляки? Они подогнали свои водометы, вот один из них буквально вплотную к границе. То есть того ада, который они устроили беженцам за прошлую неделю, им, видимо, мало. И они решили, скажем так, готовы идти еще дальше. Но, как мы видим, беженцев это не пугает. Они здесь собираются. Мы видим, что разжигают костры. Не знаем пока для того, чтобы погреться, или они готовы здесь, скажем так, организовать новый лагерь. То есть это такое вот место стихийного сбора. Пока не совсем понятно, как будет развиваться ситуация дальше, но мы продолжим с вами, коллегами, следить за событиями. Уже в ближайшее время новые подробности. Студия. Я 2 раза на них наезжал. Федор рассказал, не стесняйтесь наезжать. Я не стесняюсь. Так что, в 3 еще выходит? Да, я не знаю, о чем тут говорить в 3. Ну, нам уже на это смысла нет, там больше Говину может какой-то. Я бы с удовольствием немножко поработал. Так, начнемся, помнишь это? Так, надо позвонить Свете насчет 3 часов переговорить, потому что я не знаю, о чем он говорит. Не о чем. Мы включаемся после Горина, после президента. Виолет, мне тут еще на 3 часа просят включиться. Тут ничего больше не происходит. Я, откровенно говоря, даже не знаю, о чем говорить. Опять-таки, я на общем плане. Да, ровно так. У меня плохой очень. Это раз. Во-вторых, ну мне сейчас, откровенно говоря, не до телефона. Есть Так. проседает Не знаю, может, точку нам поменять немножечко. Понятно. Пойдем попробуем. Потом достанем, там влево, справа. Ну, хорошо. Окей.